носителей мы видим счастливое сочетание двух линий потомственных олонхосутов, что бывает весьма редко. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в Горном Улусе устная эпическая традиция имела весьма благодатную почву. В связи с вышеизложенным мы считаем актуальным специальное исследование родословной династии поколений олонхосутов Тарасовых-Потаповых в лице олонхосута Тарасова Николая Михайловича. Целью исследования является раскрытие истории и развития устной сказительской традиции Горного Улуса в 19 и начале 19-го, конце 21 века, выявление и изучение родословной династии олонхосута Тарасова Николая Михайловича. Основные задачи исследования – поиск и сбор материалов об олонхосутах Горного Улуса в целом, начиная со второй половины 19-го до начала 21 века. Роль и влияние Староямчитского тракта в истории Олонхо Горного Улуса. Исследование родословной династии олонхосута Тарасова по материнской и отцовской линии. Новизна и практическая значимость исследования. Новизной исследования является талантливый потомок династии знаменитых олонхосута по отцовской линии Тарасовых, по материнской Потаповых, последний олонхосут Горного Улуса Николай Михайлович Тарасов. Таким образом, в этом носителе мы видим счастливое сочетание двух линий потомственных олонхосутов. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в Горном Улусе устная эпическая традиция имела весьма благодатную почву. В связи с этим мы планируем создать банк данных потомков знаменитых сказителей Олонхо Горного Улуса, чтобы начать поиск талантливых детей из потомков сказителей Олонхо и заниматься именно с этими детьми. Культ родословной и родства, формирующий чувство гордости за предков и ответственности перед предками и потомками. На наш взгляд, если создать определенные условия для развития творческих способностей детей, использовать эффективные методы обучения и воспитания детей, основу сказительного искусства, тем самым создать своеобразную среду взращивания олонхосутов, то может произойти творческое пробуждение скрытых способностей этих детей в ранние детские годы. Горный Улус, являясь одним из центральных улусов Якутии, издавна имел тесную связь с другими улусами, потому коренные жители этого улуса имели возможность своевременно узнавать самые злободневные новости, происходившие в округах. В этом большую роль имела Ямчитская дорога, следующая от устья реки Лены по территориям Кангаласского, Верхневилюйского, Алепинского, Вилюйского улусов. Эта дорога создавала весьма благоприятные условия для развития жизнедеятельности и самосознания людей Горного Улуса, способствовала нашим землякам быть в центре всех событий, происходивших в центральной и вилюйской группе улусов нашей Якутии в прошлом. Как свидетельствует материалами вычисленных воспоминаний и хранящихся в архивах документов, именно по этой причине в нашем улусе получил глубокое содержание и развитие якутский героический эпос Олонхо. До наших времен смогла дойти в народных преданиях и легендах информация о талантливых от природы мастерах искусства живого слова, прекрасных певцах олонхосутах, живших еще во второй половине XIX века. Весьма справедливое замечание члена Российского союза журналистов, корреспондента улусной газеты «Илюкюге», автора многочисленных статей Степана Николаевича Федорова о том, что искусство олонхосута обучались только те люди, которые проживали на территории больших проезжих дорог, имевшие возможность ездить по республике с малых лет, впитавшие в себя особую атмосферу народного эпоса, от природы способные воспринять и овладеть богатейшим языком искусства исполнения олонхо. Второй укоренившейся местностью развития олонхо мы называем благодатные земли Тонгулах, Малтаны и Кудук. О былом существовании Валаси Моганы, участка Тонгулах, династии олонхосута Потаповых по отцовскому роду Дмитрия, Митере, Василия, Николая и Марии свидетельствуют в настоящее время их талантливые потомки. О том, что они укорачивали многие прекрасные вечера своим пением олонхо, рассказывал Николай Михайлович Тарасов, прослывший как почтенный олонхо, берущий свои корни от династии Потаповых и Тарасов, продолживший их великое дело. Династия олонхосута Тарасова, предок олонхосутов Тарасовых, Тарах Андреев. По воспоминаниям Марии Тарасовой, их родословная очень обширна. Отец Текяния Тарас Андреев вместе с своим братом Ачаки Тарасом прибыли и обосновались в Кюбее и Сологона из Восточного леса. Это было приблизительно в середине 18 века. Тарас Андреев был богат, потом имел 5 сыновей. Его сыновья, позже женившись, стали жить поблизости в Чичас-Кюбей. Сыновей Тараса звали так: Текяния Михайлия, Кельджон Легенте, Куртах, Джаков Чемчор и Бан Лапаран.
История появления фамилии Тарасов такова. Говорят, когда Пова Виджаев всех крестил, то дал им в качестве фамилии имена их дедов. Это рассказ отца Марии. В заключение хочу сказать, изучение проблемы эпической традиции в Горном Улусе подтвердили следующие выводы. Существовала эпическая традиция Олонхосута Горного Улуса в начале 19-го, в конце 21 века, династии знаменитых Олонхосутов Тарасовых, Потаповых. С другой стороны, это свидетельствует о том, что устная эпическая традиция имела весьма благодатную почву. В настоящее время нужно возрождение и сохранение устной сказительской традиции, усиление внимания со стороны общества к проблемам сохранения и возрождения народного наследия Олонхо, появление в Улусе почвы для сохранения и развития эпической среды, приобретение опыта обучения и подготовки юных олонхосутов. Спасибо за внимание.